столичном поселке Краснозатонский планируют построить 2 современных медицинских комплекса. Центр диагностики и лечения инфекционных заболеваний и перинатальный центр. Предложение главы республики Владимира Уйба ранее было одобрено президентом. После этого в Сыктывкаре стали подбирать земельные участки. Среди нескольких вариантов наиболее подходящим оказались земли между поселками Краснозатонский и Верхняя Максаковка. Как жители отреагировали на будущее строительство, знает Алексей Корчма. Выездное совещание Сыктывкарской мэрии проводят в центре досуга «Лира». На встречу с жителями Максаковки и Краснозатонского приглашены представители Минздрава и МинЖКХ. Люди обеспокоены, говорят, вскоре между двумя столичными поселками начнется масштабная стройка. Сразу 2 крупных медицинских центра. Создание крупного центра будет способствовать дальнейшему формированию инфраструктуры поселка Краснозатонский. Ну и Максаковка тоже, получается, у нас попадает в эту территорию. Из-за наличия объекта социальной значимости потребуется постоянное поддержание в надлежащем состоянии автодорог, инженерных сетей, коммуникаций. Высокотехнологичный и многопрофильный центр диагностики и лечения вирусных заболеваний на 200 коек обеспечит максимальный охват населения республики. Врачебная помощь станет доступнее. На 20 гектарах земли предполагается строительство комплекса зданий. Детское, взрослое отделение, лаборатория, комфортабельное общежитие, технические помещения. Всего более 47,5 тысяч квадратных метров. Второй объект – современный перинатальный центр. Новый перинатальный центр будет иметь следующие технические характеристики. Стационар на 220 коек и поликлиника на 120 посещений в смену. Общая площадь центра не менее 17,6 тысяч квадратных метров. Площадь необходимого земельного участка порядка 45 тысяч квадратных метров. Максимальная численность работающих 853 человека. Строительство медицинских центров – дело нужное, но огромные территории под застройку людей беспокоят. Земельные участки предполагают выделить в лесной зоне, где жители поселков любят ходить на лыжах. Неясен вопрос с коммуникациями. Придется подводить канализацию, отопление, электричество и воду. Выдержат ли сети нагрузку? Люди болеют, мы не молодеем, соответственно, надо это все построить. Но при учете, что, как вот жители высказывали, чтобы, соответственно, все коммуникации, все это было проработано. Все нюансы учтут на стадии проектирования, проработают и транспортный вопрос. Во избежание пробок на Краснозатонской трассе на время строительства медицинских центров приведут в порядок объездную дорогу. По ней пустят грузовики и даже построят мост. Жители поселков получат модернизированные инженерные сети, а главное – качественную и доступную медицинскую помощь. 2 крупных инфраструктурных проекта, которые подтянут за собой развитие всего региона. За счет республики сегодня очень тяжело вытянуть такие объекты, но поскольку есть поддержка на федеральном уровне, то, соответственно, я думаю, что все это можно реализовать, и я думаю, все это будет. Жители Максаковки и Краснозатонского большинством голосов одобрили проект строительства 2 крупных медицинских центров. На очереди проектирование и изыскательские работы. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.